Что вам нужно для молодых ребят, которые едут в армию? Во-первых, ваше сознание, для чего вы стоите. Вы не пацаны, не дети маленькие, уже взрослые люди. Проходить службу надо с мыслями о долге перед Отечеством и с думами о близких. Пару бодрых слов на дорожку призывникам озвучил глава региона. Особенно в темное время суток яму почти не видно, и упасть сюда есть все шансы. Так что не воруйте люки, господа. Вы же людей можете покалечить. Прибыль на чугуне не стоит таких жертв. Проблема глазами Микаила Тангиева. Сейчас нам очень важно именно сакцентироваться на промышленности и агропромышленном комплексе. У всех это понимание есть. Так, спрос или предложение? Создание высокопроизводительных рабочих мест обсудили сегодня на конференции в Назране. Заключения, которые мы здесь пишем, играют важную роль в том, чтобы наши кардиологи смогли правильно поставить диагноз пациенту. Чтобы кровь в голову не ударила. Как спастись от инсульта, объясняли в кардиологическом диспансере. Там прошла здоровая акция. У школьной библиотеки внушительный фонд. В него входит около 30 тысяч книг. Это и художественная литература, и детская литература ингушских авторов, а также книги, подаренные школе главой Ингушетии. Ощутить, понюхать, перелистнуть. Тайна книги доступна всем. Сегодня сотрудники школьных библиотек отмечают профессиональный праздник. Это новости 24. Добрый вечер. Глава Ингушетии вместе с председателем Народного собрания республики Зелимханом Евлоевым во Владикавказе лично поздравили с юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Хызыра Гулуева. Свой день рождения именинник отметил в кругу друзей из разных уголков нашей страны. Глава Ингушетии, обращаясь к ветеранам и гостям праздника, сказал, цитата, «Для нас, россиян, все ветераны общие, потому что они защищали нашу великую страну». В торжественной обстановке ветерану Великой Отечественной Хызыру Гулуеву глава Ингушетии преподнес памятный подарок, а мэр Малгобека вручил удостоверение «Почетный гражданин города». Ветеран Великой Отечественной Хызыр Гулуев ушел на фронт в 1942 году. Ему было всего 16 лет. Для всего российского и советского бывшего народа ветераны, они общие. Почему? Потому что они защищали общую нашу великую страну. Мы каждый год встречаемся с дедушкой Хызыром в Малгобеке. Он всегда приезжает туда, он всегда там бывает. И очень интересно рассказывает, как он начинал воевать. В 16 лет добровольно уйти на фронт, быть не просто на фронте кем-то, а еще пулеметчиком, это довольно серьезное вооружение. И воевать до конца, идти до конца. И таких, как дедушка Хызыр, среди наших народов было тысячи и тысячи. И сегодня есть. Почему? Потому что эти примеры сегодня, которые нам подают наши старшие, наши ветераны, на этих примерах воспитывается наша молодежь. Ну а те, кто сегодня намерен посвятить себя служению Родине и защите Отчизны, услышали напутствие от человека не понаслышке, знающего, что такое военная дисциплина, устав и чувство истинного патриотизма. Янузбек Евкуров встретился с призывниками. Как важно быть офицером, узнала наш корреспондент Индира Манкиева. 18-летний Хусен Даскиев уже давно решил, что пойдет служить в военно-десантные войска. Примером молодому человеку послужил глава региона. Уверенности парня можно только позавидовать. Хусен признается, что к службе готов морально и физически. Вы едете Родине служить. Именно это объясняет призывникам на встрече. Глава региона призывает молодых людей, где бы они ни оказались, помнить о своей республике и представлять ее достойно. Ингуши всегда славились скромностью и сдержанностью. Вы себя подводите, своих родных, близких подводите. Конечно, для меня важно, чтобы вы все-таки думали о своих родителях в первую очередь. Можно говорить громкие слова. Я же вспомню там про наших генералов Далгешовца, Маслина, Эльберда Нальгиева, Тонта Укурова, Тонбека Авсканова. Там сотни вспомню. Но потому что их что они есть, что есть в таком вспомнить, кого поставить пример.
Но вам надо в первую очередь хотя бы подумать о своем отце и матери. А у кого нет отца или матери, тем более 3 раза больше подумать. Перед собравшимся выступил также председатель регионального парламента Зелимхан Евлоев, отметил, что впереди молодых людей ждет важная миссия. Каждый из них должен оправдать почетное звание защитника Родины. Шуага хваттырды, шуага хашыл кехах. Вот ваш глава республики, сурамал кашами сухтаттадыс, инырыл улыш, турплу улыш. Будущее нашли, хорошо, тешими алишулды, дато туцан камелмын, гистым махалар, сидели шуагу, синем вошвуз, элчи, алы шуан зи худваш, моттики шуаны, шуаг хандути элчи, тахан шуан масала, должды. По сравнению с прошлым призывом, эта кампания проходит без нарушений. Среди призывников нет непослушных. Жалоб и нареканий со стороны командования частей пока нет. Есть система отбора. Если молодой человек уже себя здесь уже ведет вызывающий для того, чтобы... А там он как себя будет вести? Этого, конечно, не должно быть. Что вам нужно для молодых ребят, которые едут в армию? Во-первых, ваше сознание. Для чего вы туда едете? Вы не пацаны, не дети маленькие. Вы же взрослые люди. Вам автоматы будут давать не розовые, игрушечные. Он будет автоматы давать боевые. Вам патроны будут давать боевые. Вы пойдете в караулы с этим оружием. То есть это говорит о том, что вам доверяют. Вот это надо понимать. А хочет его жвали, какого более, где-то обидела, или лучше, чем другие, ты должен свой пост защищать, свой сектор защищать. Я так понимаю. Так нет. А конечно, боевой автомат, а и вся, чуть-чуть боевой патрон делаешь. И ты думаешь, что это так просто шутки? Это не бывает. Рано или поздно несерьезное отношение к боевой задаче приводит к тяжелым последствиям. Вы должны это понимать. Одел форму. Будь достойны этой формы. Главный комиссар рассказал призывникам о том, какие привилегии их ждут после примерной службы. Это как минимум звание офицера. У вас сейчас прекрасная возможность есть по прибытию в армию в части подавать заявление для поступления в военное училище. У нас нехватка сейчас офицеров ведет, сидит с тем, что много соединений, объединений разворачивается. Невыполнение приказов командира воинских частей некоторыми нашими призывниками может привести к тому, что в воинских частях начинает формироваться мнение о плохом отношении призывника из Республики Ингушетия к службе и нежелании защищать Родину. Армия – проверка отваги и мужества новобранцев. И если сегодня молодые парни уезжают мальчишками, только что окончившими школу, всего через год они вернутся возмужавшими защитниками Родины. Дирман Киева, Магомед Урсханов, Новости 24. Сегодня свой день рождения отмечает начальник Главного управления МЧС России по Ингушетии Руслан Калоев. На военной службе он с 1981 года. С сентября 1995 работает в МЧС России. В разные годы занимал руководящие должности в структуре. Именинника поздравил глава Ингушетии. Цитата. «Мужество, справедливость, уверенность и принципиальность, забота о подчиненных позволили ему стать непререкаемым авторитетом среди своих коллег и всех, кто его лично знает. И сегодня, находясь на ответственном посту, он умело и грамотно организует работу по обеспечению безопасности населения нашей республики. Желаю Руслану Якубовичу здоровья, семейного благополучия и дальнейших успехов». Конец цитаты. Так ведь и упасть можно. Куда деваются канализационные люки? Кому выгодно создавать помехи для жителей региона, испытывать детей и взрослых на прочность и удачу? Чуть засмотрелся и, как говорится, тебе крышка. На этот раз сразу несколько жалоб пришло от граждан Назрани. Наша съемочная группа выехала на улицу Хаутиева. Наш корреспондент Михаил Тангиев разбирался с проблемой. Крышку этого канализационного люка по улице Хаутиева крадут с завидным постоянством. Яма стоит открытая уже не первую неделю. Кто регулярно ворует металлические крышки, местные жители не знают. Зато ясно, с какой целью. Больше всего родители волнуются за детей.
بقل بيرج لوردي ميوخي بي بيرج لوردي يا هبين مشتت ونياقت داها أخير بيرج تحب ردي تلج واش تدوات شخول صغر أربو تاني بيرج دولج دوق برنخ ببي أنخوي بولج بي أخواش تمشتت سالكاجنا بيرج داها كول بقل يركو أقدق أول. Открытый люк прямо на проезжей части требует пристального внимания прежде всего от водителей. Если колесо машины провалится в яму, это в лучшем случае обойдется поломкой авто. Впрочем, открытые люки, по мнению Мусы Муцольгова, это проблема с двойным дном. И виноваты в этом не меньше, чем сами воры те, кто принимает металлолом. Люк принимать черный металлом принимать ржби, пускай вот начальник ГУВД их припугнет. Металлом принимать агитацию. Украсть чугунную крышку не составило особого труда злоумышленнику. Мотив его кражи вполне ясен. Это в дальнейшем сдать ее в металлолом и получить за это деньги. Но цена таким незаконным действиям может стать угрозой здоровью человека. Ведь особенно в темное время суток яму почти не видно, и упасть сюда есть все шансы. Чем руководствуются вандалы, непонятно, но легкий способ заработка в обход всем моральным устоям и букве закона безнаказанным не останется. سجا زي هولي تش أشويجا لازوي شو هولي تنا شو تنهان شونا بحكي هو قاهني زادها سجا تهان زاده هارل سو لوش درل سو بوسوب سجا زيدو سو. Что касается местного участкового, который по идее должен нести определенную ответственность в решении подобных проблем, то с этим человеком, к сожалению, выйти на связь нам так и не удалось. В местной администрации не перестают удивляться, не успеваешь закрыть яму, как буквально через несколько дней люк снова стоит открытый. Это, к примеру, уже третий случай за месяц. Временно мы накрытие там произвели. Мы его не положили по той причине, что у нас имеется сведения по машине, который унес этот люк. Нам передали жители нашего округа номера машины, марку машины, которую я сейчас озвучивать не могу, потому что идет работа по розыску этой машины. А люк будет сегодня же там положен на место. Информация не для вандалов. Новую крышку здесь все же положили. Жители надеются, что нарушителей все же привлекут к ответственности, и им больше не придется опасаться ходить и ездить по своей улице. Микаил Тангиев, Майрбек Миржоев, Новости 24. Ну а я напомню, что вы можете присылать свои видеообращения на номер 8 928 090 67 09. Все ваши жалобы будут рассмотрены в рамках проекта информационной службы НТРК Ингушетия. Под наблюдением корреспондентов каждая ваша проблема. Предприниматели, представители бизнес-объединений, науки, в общем, люди, заинтересованные в создании квалифицированных кадров, приняли участие в конференции, где обсудили условия создания высокопроизводительных рабочих мест. Эти конференции проходят более чем в 60 регионах с начала месяца. На чем или ком должна быть выстроена стратегия экономического роста для России и Ингушетии, интересовалась Мака Келиматова. Повышение производительности труда и создание высокопроизводительных рабочих мест – это не просто задача, поставленная президентом страны перед правительством, а жизненно необходимые условия развития экономики в регионах. Для Ингушетии это также одна из важнейших стратегий роста. Одна из задач, конечно, Министерства экономики, экономическому совету, во-первых, дополнить то, что уже сегодня есть, с учетом тех требований, веяний сегодняшнего и завтрашнего дня. Это одно. И второе, конечно, понимать, на каком уровне мы сегодня находимся. То, что сейчас было озвучено, и мы где-то на довольно серьезные цифры отстаем даже от регионов Северо-Кавказского федерального округа, это нас не должно устраивать. Да, у тех регионов есть советская история, где они уже не производя сегодня новых дополнительных таких рабочих мест или профессий, они уже имеют хорошую базу советского прошлого по высокопроизводительным профессиям и рабочим местам. Мы, если даже нашу республику взять, берем там сферу здравоохранения, буквально в каком году мы первые томографы закупили, это в 10-м или в каком-то году, там, не помню. У нас их вообще не было в республике, не говоря уже про различные заводы, фабрики, предприятия, которые бывшие советского образца были загублены, а нового тоже ничего не было. Поэтому мы, можно сказать, только начинаем над этим плотно работать, но, опять же, систематизация этих профессий
этих должностей, и обязательно критерии оценки тех должностных лиц, кто над этим стоит, конечно, должно быть. Участники конференции не только поднимают актуальные проблемы показателей эффективности работы предприятий, а ищут точку развития экономики региона и потенциала создания рабочих мест. Будут добавляться новые проекты. В связи с этим в ближайшее время Министерство экономического развития совместно с другими министерствами и ведомствами республики будет проработан вопрос по формированию перечня новых проектов, планируемых к реализации в промышленном и агропромышленном комплексе с учетом создания высокопроизводительных рабочих мест. Создание высокопроизводительных рабочих мест в республике – эта тема объединила в одном зале предпринимателей, представителей бизнес-объединений, деловых и научных кругов. Само проведение, опыт, по крайней мере, мировой, показывает, что проведение мероприятий такого уровня всегда приносит какую-то пользу. Как минимум это польза, то, что люди собираются, участники процесса образовательного, процесса, который происходит в экономике, собираются и обмениваются мнениями, выражают друг другу свои проблемы. Вы сами видели это по факту. Вопрос увеличения производительности труда поднимается не только в Ингушетии. Цикл таких конференций охватил практически всю страну. Эту идею предложили на заседании промышленного комитета Народного фронта. Конференции проходят более чем в 60 регионах с начала месяца. Как вы знаете, мы все эти годы отставали от соседей. Теперь мы по объектам здравоохранения, образования, спорта и культуры практически выровнялись и очень хорошо выглядим. Теперь надо все усилия направить именно на создание высокопроизводительных рабочих мест. Если мы не будем этим заниматься, то мы будем в числе отстающих. К 2020 году по стране должно быть создано около 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест. В майских указах президента страны выделен пункт о долгосрочной государственной экономической политике, согласно которому производительность труда к следующему году должна увеличиться в 1,5 раза. Министр экономического развития отмечает, что в первую очередь нужно развивать агропромышленность. Если раньше мы более, то есть руководство республики больше ставило на создание социальных объектов, школ, детских садов, больниц и так далее, то сейчас нам очень важно именно сакцентироваться на промышленности и агропромышленном комплексе. У всех это понимание есть, поэтому мы будем действовать в этом направлении. По итогам конференции участники подписали резолюцию, в которую внесли конкретные предложения по реализации потенциала республики в вопросе создания новых рабочих мест в регионе. Мака Кельматова, Рамзан Миржоев, Новости 24. За опоздание и невнимательность придется заплатить, предупреждает Пенсионный фонд России. Каждый месяц, не позднее 15 числа, всем работодателям необходимо представить в Пенсионный фонд сведения о своих работниках. В отчете должны быть включены данные: страховой номер каждого работника, СНИЛС, инициалы по паспорту, ИНН. За нарушение установленных сроков и правил подготовки отчетности предусматривается штраф в размере 500 рублей за каждое застрахованное лицо, данные о котором были поданы с опозданием или оказались недостоверными. Назрановскому аграрному техникуму имени Идриса Зязикова исполнилось 87 лет. СУЗ готовит специалистов по 6 специальностям. В текущем году образовательное учреждение выпустило 629 очников и 330 заочников. Причем 34 из них получили диплом с отличием. Навестить студентов решил и глава Ингушетии. Он осмотрел здание, пообщался со студентами и дал несколько рекомендаций. Репортаж Светланы Томовой. Экономика, зоотехния, агрономия, юриспруденция и другие. Всего около 10 направлений, по которым в техникуме готовят специалистов. Медленно, но верно интерес абитуриентов обращается в сторону реальной выгоды и действительно востребованных профессий. Вчерашние школьники начинают понимать, что кадровый рынок выходит за рамки экономистов и юристов. Спрос нынче куда больше. Студенты считают, что полученный здесь опыт в любом случае пригодится в жизни. На сегодняшний день многие наши соотечественники, которые занимают престижные должности, окончили именно этот техникум. Поэтому это и дал большой плюс в плане того, чтобы я выбрала именно это учреждение для дальнейшего обучения. Прежде чем поступить в этот техникум, я разузнал и надеюсь, что в будущей жизни я реализую эту специальность.
Назрановский аграрный техникум был основан решением Народного комиссариата земледелия как Ингушский общегорский опорно-зоотехнический ветеринарный техникум. Являясь в регионе единственным образовательным учреждением по подготовке техников, специалистов сельского хозяйства, техникум за все эти годы выпустил немало квалифицированных кадров, которые впоследствии сумели применить свои знания на практике. В этом учебном заведении обучались представители многих народов, и русские, и дагестанцы, и чеченцы, и так далее. И по всей стране можно, наверное, найти наших выпускников. Это было очень солидное, очень хорошее образовательное учреждение с прекрасным коллективом. Поздравить с 87-летием аграрный техникум приехал глава Ингушетии. Юнусбек Евкуров обошел все учебные кабинеты и пообщался со студентами. Как звали Менделеева? Как его зовут Менделеева? Дмитрий Иванович, не знаю. Дмитрий Иванович. А что вы не знаете? Изучаете. На вопросы главы отвечали заочники-юристы. Юнусбек Евкуров поинтересовался, какие знания по выбранному направлению получают студенты, если обучаются всего 3 года, да еще и на заочном отделении. Я понимаю, заочно, здесь знаю, которые работают. Техникум закончили, высшего образования нет, они пошли заочно. Это я понимаю. А что пацаны приходят, девушки приходят заочно учиться? Ну, у них есть надежда, что они дальше пойдут. У меня нет надежды, что они дальше пойдут. И у вас, как педагога, не может быть такой надежды, потому что не мог освоить предмет. Заочно, что это довольно серьезная тема. Не знаю, почему так. Изучите опыт в регионах, как это делать. Без замечаний также не обошлось. Несмотря на то, что в аудиториях тепло, некоторые студенты сидят в верхней одежде. Красиво, да? Пришли на уроки, здесь внизу гардеробная, повесили одежду. Что тут? Форма одежды, видите? Все замечания глава обсудил с директором СУЗа Курейшем Белхароевым. Юнусбек Евкуров дал поручение постоянно следить за посещаемостью студентов, их успеваемостью и внешним видом. К 87-летию Юнусбек Евкуров вручил приветственный адрес и пожелал дальнейших успехов. В техникуме созданы все условия для подготовки специалистов среднего звена, профессиональный педагогический состав, хорошая материальная база. С предприятиями и учреждениями заключены договоры для прохождения производственной и преддипломной практики. Остальное зависит от самих студентов, от их желания получить необходимые знания. Мы делаем акцент на повышение качества образования, уровня подготовки специалистов среднего звена. Мы стараемся не выдавать дипломы абы кому. Диплом надо заслужить. Мы под него расписываемся. И будучи при наличии этого диплома и куда-нибудь на работу, естественно, мы за него, чтобы не краснели, мы должны сделать так, чтобы они имели достаточные компетенции профессиональные. Сегодня перед системой профобразования стоит задача по обеспечению наукоемких и высокотехнологичных производств, развивающихся отраслей экономики страны квалифицированными рабочими кадрами, способными выполнять профессиональные задания на высоком уровне. Руководство Назрановского аграрного техникума надеется, что справится с этой задачей. Светлана Томова, Рахман Цуров. Новости 24. Санитарное состояние реки Назранка обсудили на встрече с жителями Насыркорта. Это некогда чистая водная артерия все чаще становится поводом для беспокойства как экологов, которые уже что только не предпринимали для реанимирования объекта, так и для сознательной части местного населения. Но проблема остается. Все так же к реке выводят канализационные стоки и все там же оставляют пакеты с мусором. Река Назранка не первый раз приковывает внимание экологов и нашей телекомпании. Специальная комиссия часто выявляет нарушения санитарных норм на прилегающих к реке территориях. Что уж говорить о сливах канализационных отходов. Не так давно состояние Назранки, мягко говоря, оставляло желать лучшего.
Несмотря на все предпринимаемые меры экологами и местными властями, вопрос все еще остается открытым. Более того, территорию вблизи Назранки как минимум на 10 метров необходимо освободить. Этот вопрос стал поводом для встречи местных властей с жителями Насыркорта. У каждого здесь свое мнение относительно экологического состояния реки и территории, которую нужно освободить. По их словам, мусор в реку до сих пор скидывают недобросовестные жители города. Местные власти частенько наведываются к жителям, живущим вблизи Назранки. Не раз отрезали канализационные трубы, которые выводили прямо к реке. И проблема эта в итоге сдвинулась с мертвой точки. Но вряд ли возможно добиться каких-то результатов, если сами жители этому препятствуют. Относительно же земель вблизи реки будут действовать строго по букве закона. Şeylerin da form dediği şemallar haz dediğiz dokdali kez dali şeyler da form dediğiz da az halkar halat sadar yani hajka balti haber azi izi وجه كاختش ديزري izi وجه yani bu bolçarga da al şojumudu. В этом случае один из местных жителей попросил относиться ко всем нарушителям одинаково. Если забрали земельный участок у одного, то и к другим не проявлять лояльность. Конечно же, канализационные стоки в реку сливают сами жители. Целые пакеты мусора тоже не появляются из ниоткуда. Но пока ясно одно. После масштабной уборки территории немало усилий придется приложить, чтобы сохранить этот порядок. А это во многом зависит от самих местных жителей. Назранка, она была самой чистой воды, сколько я помню, с детства. А теперь она стала вообще, не знаю как. Надо смотреть за Назранкой и проделать огромную работу там сейчас предстоит проделать и очистить. Сегодняшняя встреча – это лишь одна из мер, предпринимаемых администрацией Насыркорта для решения проблемы. Вот только из приглашенных жителей села, живущих вблизи Назранки, пришли только около 10 человек. Но одно радует – достучаться до многих все же удается. Если бы у нас была бы городская канализация, люди бы, конечно, не сбрасывали бы. Но люди сейчас уже поняли, начали понимать, что в реку нельзя бросать. А что, говорит, мы, говорит, 1-2 трубы, говорит, которые мы, говорит, а там, говорит, там же вот целая река течет. Сейчас и там убирают, и здесь убирают. Люди уже начали понимать. И мы будем надеяться и надеемся. Уже рыба появилась в воде. Все будет четко, красиво, хорошо. Если все пойдет по плану, то уже совсем скоро в Назранке, как и прежде, снова появится рыба. Но удастся ли воплотить эти планы в реальность, зависит от сознательных местных жителей. Светлана Томова, Рамзан Зурабов. Новости 24. Не дожить бы до инсульта. Как предупредить это заболевание, что ему способствует и много другой жизненно важной информации для себя извлекли участники акции в кардиологическом диспансере. Это простые и неравнодушные к своему здоровью люди. О том, как проходили экспресс-диагностику, расскажет Макка Килиматова. Довхан Халухаева 20 лет назад перенесла инсульт. С тех пор частенько бегает по врачам из-за проблем с сердцем. Да еще и давление скачет. Если раньше на разные болячки женщина особо не обращала внимания, то теперь Довхан старается не повторять свои ошибки, обращаясь вовремя к медикам. Лечусь я, по врачам хожу. Дарбадеш, хансказик. Что подлечиваться деш, лиржик сосель. История болезни Лиды Халухаевой не сильно отличается от предыдущей. Правда, 72-летнюю женщину сердце начало беспокоить последние 4 года. Лиде часто становилось трудно дышать, тогда она и обратилась к врачам. Самое главное, по ее мнению, это профилактика, особенно для старшего поколения. Холестерин, из-за того, что холестерина много, клапан отказаться от проходимости. Холестерин лох яй сахар. Норме йоханс холестерин. В нашем регионе, впрочем, как и во всем мире, в статистике заболеваний первое место занимают сосудисто-сердечные – 28%. Один из способов борьбы с ними – такие профилактические акции. 29 октября – Всемирный день борьбы с инсультом.
В преддверии этой даты в нашей республике проводится акция «Здоровое сердце», где каждый желающий может пройти обследование в Республиканском кардиологическом центре. На данный момент прошли обследование около 500 человек, тем самым обезопасив себя от этой болезни. В диспансере могут сделать кардиограмму, ультразвуковую диагностику, получить консультацию кардиолога, окулиста и невролога, а также сдать анализы на холестерин и свертываемость крови. Инсульт – это острое нарушение мозгового кровообращения, занимает лидирующее место во всем мире по смертности. И данное заболевание последние годы лидирует среди молодых пациентов, так как молодые пациенты очень редко обращают на свое здоровье внимание, и очень часто гипертоническая болезнь, которая является как бы предшественником инсульта, может протекать бессимптомно. Поэтому данное заболевание требует особого внимания. При приступе инсульта важна каждая минута. Если в течение первых 3 часов пациенту не оказать должную помощь, то это может привести к летальному исходу. Если родственник не в состоянии доставить пациента в силу каких-либо своих возможностей, необходимо проколоть пальцы верхних конечностей иголкой, продезинфицировать и проколоть либо мошки ушей для того, чтобы у нас не было разрыва сосуда головного мозга, чтобы снизить давление и не прийти к этому осложнению. Один из самых важных методов исследования при инсульте – эхокардиография. Эта процедура помогает выявить ишемическую гипертоническую болезнь сердца, клапановую недостаточность. Чаще всего эти проблемы сердца появляются у пациента пожилого возраста. Заключения, которые мы здесь пишем, играют важную роль в том, чтобы наши кардиологи смогли правильно поставить диагноз пациенту и, соответственно, правильно его лечить и дообследовать. Статистика показывает, 80% преждевременных инфарктов и инсультов – это результат неправильного питания, отсутствия физической активности, а также курения и употребления алкогольных напитков. Мага Келиматова, Рамзан Зурабов, Новости 24. От Маршака до Канта и Шопенгауэра. Книги, которые всегда с нами. Приучают к прекрасному еще со школьной библиотеки. Вот где кладезь ценных знаний, постичь которые по силу каждому ученику было бы желание. Сегодня, в 4-й понедельник октября, во всем мире отмечают День школьных библиотек. Репортаж Ирины Цичуевой. Вот у нас книга Ахмеда Бокова 1974 года. Самая старая книга в школьной библиотеке еще и самая востребованная. Роман Ахмеда Бокова не успевает вернуть один читатель, как тут же попадает в руки другого. Старая обложка, потертые страницы, хранящие касание рук целых поколений. Таких по-настоящему бесценных изданий здесь можно пересчитать по пальцам. Марет Барахоева работает в школьной библиотеке 10 лет и признается, что у каждого школьника в библиотеке уже своя любимая книга. По-разному интерес появляется у детей. Вот бывает, одни и те же читают, бывают новые приходят. Вот малыши, они больше читают, больше интересуются. А вот старшие, вот именно то, что им задано, вот любят читать художественную литературу, которую им задали по литературе, большинство. На страницах календаря Международный день школьных библиотек появился не случайно, ведь в каждой школе и каждому ее ученику не просто провести время за любимой книгой, но и в написании реферата и сочинения необходимую литературу всегда можно найти здесь. Вот и учащиеся 10-й школы к урокам готовятся в своей библиотеке. Я люблю читать книги и прихожу сюда очень часто. Я выбираю очень много разных книг, например, книгу «Война и мир». Люблю читать книги, трогать их, ощущения другое. Я не просто смотрю в телефон, а проникаюсь в чувства. Можно найти очень много информации в книгах. В библиотеке всегда очень тихо, очень спокойно, и я могу спокойно посидеть, выучить стихотворение, и при этом мне не будет никто мешать. Помимо учебной литературы для школьников здесь много и развивающих пособий, энциклопедии, даже книги с редкими растениями и животными Ингушетии. У школьной библиотеки внушительный фонд, в него входит около 30 тысяч книг. Это и художественная литература, и детская литература ингушских авторов, а также книги, подаренные школе главой Ингушетии. Книга – лучший друг на все времена, и никакие электронные носители не заменят этих друзей. А приучать детей к чтению надо с детства. Именно это и есть главная миссия работников школьной библиотеки. Рина Цичуева, Рахман Суров. Новости 24.
Узнать побольше о легендах гор смогут жители Ставропольского края, посетив выставку, посвященную средневековым сторожевым башням и древним христианским храмам Ингушетии. Выставка пройдет в середине ноября в Пятигорске в Государственном музее и заповеднике имени Лермонтова. Ее подготовили сотрудники Музея краеведения имени Тугана Мальсагова. Экспозиция – это фотографии горной Ингушетии и замковых комплексов. Будут представлены также различные предметы быта древних ингушей. Всего планируют представить около 60 экспонатов и несколько десятков фотографий из частных и государственных архивов. Для тех же, кто ни разу не был в горах, открытие выставки – это отличная возможность увидеть памятники архитектуры всего за несколько минут. В Магасе прошел очередной смотр юноармейцев. Новобранцы патриотического движения демонстрировали строевую подготовку, кричали речевки, пели гимн. Отряд был сформирован пару недель назад, и это первые успехи. Материал Даны Плиевой. Во-первых, военный должен овладеть дисциплиной, так как без дисциплины военный будет просто непригоден. Именно таким человеком Магомед Амин и хочет видеть себя в будущем. В ряды юнармии 10-классник влился совсем недавно, но уже марширует лучше многих. В их отряде 28 юнармейцев, а сформировали его в начале октября. Сейчас нет и середины месяца, а ребята уже определились с названием отряда и выучили речевки. Также демонстрируют навыки строевой подготовки. Наш девиз. Один за всех, все за одного. Наша речевка. По плечу победа, смелых ждет его большой успех. Марш. Это уже 4-й смотр юноармейцев, который проводится руководителем штаба. Проверку уже прошли все новички движения в 8 школах на заранее Сунши. В Магасе отряд юноармейцев пока сформирован только в лицее. Начальник штаба ингушской юноармии смотром осталась довольна. Что могу сказать именно по сегодняшнему мероприятию? Если вчера, позавчера там в Сунжинском районе, в Горском кадетском корпусе, по Назрановскому району, ребят больше показывали эмоции. Это были там 5-классники, 6-классники, они больше там по исполнению гимна, то сегодня уже здесь Али подошел с такой стороны, что это уже, значит, готовые юноармейцы, которые должны вести себя сдержанно, не показывать эмоции. Основной акцент сегодня был сделан именно на строевой подготовке. Старшеклассник Мухаммед Али Асканов, он же лидер всего юноармейского движения республики. За плечами активиста немало наград за участие в военно-тематических мероприятиях. До этого школьник был командиром военно-патриотического клуба Турпалхо, а после года обучения Мухаммеда Али избрали командиром юнармии. Эта победа ему досталась не просто большой мотивацией. Стала и мечта стать военным, дослужиться до генерала. Я в дальнейшем хочу связать свою жизнь с военным делом, так как у меня и папа был военный, и дядя первый герой России. И поэтому мне кажется, что я обязан военным быть. Оценил строевую подготовку ребят и поделился полезными советами и Джамали Хазбулатов, инструктор центра «Молодой патриот», а по совместительству педагог и руководитель отряда Малгобекского района. Он преподает ОБЖ в первой психдахской школе уже 17 лет. В прошлом году Джамалил стал победителем республиканского конкурса «Лучший учитель ОБЖ». 8 его воспитанников участвовало в подготовке командного слета СКФО. Родную шеренгу становились, знаете вот такие? Нет, мы еще не знаете, да? Так, ну давайте. Две шеренги стройте. Одну шеренгу стройте. К этому смотру ребята активно готовились последние 2 недели, занимаясь после уроков по 2 часа. В проявлении творческой фантазии помогали педагоги. В лицее развитию движения уделяют пристальное внимание. Здесь образован ученический совет и готовится юноармейская комната для занятий патриотического воспитания детей. Очень активные ребята, и что отрадно, то, что им интересна эта работа. То есть они не так, они участвуют в этом движении осознанно, с чувством ответственности, и вот эти вот патриотическое воспитание, оно, конечно, имеет большое значение. Такие смотры будут проходить во всех районах республики до 27 октября. На очереди малгобекские юноармейцы. Дана Плиева, Рамзан Зурабов, Новости 24. Ну и в завершении немного красоты. Более 1 миллиона цветов были высажены в шанхайском районе Сунцзян в рамках ежегодного фестиваля «Хризантем». Площадь, покрытая цветами, 80 тысяч квадратных метров. Посетители смогли увидеть более 1000 сортов этих цветов.
Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.